Этот мост не просто переправа через реку Ачи-Луки, он обеспечивает транспортную связь между Молгобекским и Назрановским районами. Объект крайне важный. Это подчеркивает и глава республики, который совместно с министром автомобильных дорог и транспорта осмотрел обновленное сооружение. Мы все делаем для того, чтобы людям было удобно жить, удобно перебираться, ходить. Условия мы создаем. Я же помню, здесь не проедешь никак. Тут нормально не проехать нельзя. Понимаешь? А сегодня все. Хоздете, да? Да, сколько там километров? 8 километров. 8 километров. За тот год закончим? Да, в 26-м году. В 26-м закончим. Всю дорогу. Наличие множества дефектов, изношенность – все это создавало угрозу безопасности для участников дорожного движения, как для водителей, так и для пешеходов. Местное население с 2019 года поднимало вопрос строительства нового объекта. И по инициативе главы региона работы были начаты. Отремонтированное мостовое сооружение теперь от и до соответствует современным требованиям безопасности. Батыру Хаматханову, особенно вы глава Махмуд Алимак Шариповичу, в 22 году у Звиничхана ДК обещать дядя мост худеян до 26 года. Царшей дождь сдержать дядсан, Баркал Халцан, Диаряс Халцан. Реконструкция стартовала в августе этого года, а завершиться должна была в декабре. Но сдали объект раньше срока. За этот период дорожники заменили опоры, пролетные строения, мостовое полотно. Провели устройство водоотводных систем, возвели подпорные стенки и многое другое. Работы проведены очень качественно. Со стороны Минавтодора проводился тщательный контроль. Соблюдались все сроки, то есть качество работ. И сегодня уже все работы выполнены, и мост мы сегодня сдаем. Это уже 5-й мост за последние 3 года. И ведутся работы в Карабулаке по ремонту 6-го моста. До конца этого года объект тоже будет введен в эксплуатацию. За 60 лет интенсивность дорожного движения увеличилась в десятки раз. Прежняя конструкция не соответствовала возросшим на него нагрузкам. Сейчас же можно вздохнуть с облегчением. При возведении моста были использованы балки, которые гарантированно выдерживают нагрузку, вес самого моста и прочие воздействия. Мост, построенный в 50-х годах прошлого века, находился в аварийном состоянии. За все время эксплуатации его ни разу не ремонтировали. Сейчас в первый раз. А новый мост, он шире и прочнее. Его общая длина с подходами 40 метров, а длина проезжей части 15. Теперь местные жители и гости района смогут безопасно передвигаться по этому мосту. Да и в целом теперь улучшена транспортная доступность. Жители проведенной реконструкции довольны. Признаются, трудностей действительно было много. Правда, с открытием обновленного моста они остались в прошлом. Мост больницу Мотиер без некбер оза халбодыш забодыш Баркал Арлос унер хадячин дикдят мост хочар дайохтажа материал хама дикдят. ناخا برغوتو يولش الحمد لله ويش نخبو جوي قمن دوغلوز جو اديك خيت سنجينا جو رياز وس دوق تراش اديك كاد بميك دوق حمد جلات بميك شكول ساديك جو رياز دت. В Ингушетии уделяется большое внимание модернизации дорожной инфраструктуры. За последние 6 лет было отремонтировано более 450 километров дорог. Что касается развития дорог в Молгобекском районе, за этот же период в рамках программы развития автодорог было обновлено около 75 километров дорожного полотна. Мосты сколько в целом примерно? Почти миллиард. Вот 5 мостов, миллиард выделили нам деньги. А на дороге сколько? Почти 15 миллиардов за последние 6 лет. А все дороги за 6 лет. Планы на следующий год тоже масштабны. Один из ключевых проектов – старт реконструкции подъездной дороги первой категории к международному аэропорту Магаз. Мария Макиева, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.